Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел рабочее совещание по вопросам АПК. Студенты-медики из Туркменистана завершили практику в Астрахани и другие новости. Президент Сардар Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием вице-премьера Ата Халыева, курирующего агропромышленный комплекс, и хакимов вилаятов. На совещании был рассмотрен ход сезонных полевых работ в стране. Вице-премьер представил отчет о динамике сезонных сельскохозяйственных кампаний. Президент Туркменистана подчеркнул приоритетные направления текущей сезонной работы в сельском хозяйстве, поручив вице-премьеру уделить особое внимание подготовке к закладке будущего урожая пшеницы и уходу за полями с хлопчатником. В Астрахани успешно завершилась двухнедельная производственная практика для студентов из Туркменистана. Четверокурсники лечебного факультета Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мурата Гарыева получили ценный опыт в различных областях медицины на базе клиники Астраханского государственного медицинского университета. Ассоциация ательеров Узбекистана приглашает туркменские организации принять участие в первой международной выставке «Хорека Узбекистан», которая пройдет с 8 по 10 октября в Ташкенте. Мероприятие станет уникальной платформой для демонстрации достижений в сфере гостеприимства и налаживания деловых контактов. Выставка соберет ведущих представителей гостинично-ресторанного бизнеса из Узбекистана и зарубежных стран. Песня «Герои бессмертного полка» семейного творческого тандема из Туркменистана получила высокую оценку международного конкурса композиторов имени Давида Кривицкого. Автор музыки, композитор Айна Широва, слова к песне написал известный туркменский поэт и писатель Хемра Широв. Песня стала победителем музыкального флешмоба, запущенного в апреле этого года и приуроченного ко Дню Победы. В течение месяца она исполнялась музыкантами в разных странах и прозвучала на туркменском и русском языках. Студенческая делегация Туркменистана приняла участие в проекте «Летний университет в Казани». В рамках двухнедельной научно-образовательной программы учащимся была предоставлена возможность продемонстрировать свои таланты, знания и способности в подготовке и презентации проектов в 6 направлениях. В этом году участие в проекте приняли 400 студентов из 13 стран мира, включая Туркменистан. Число людей с состоянием более 30 миллионов долларов, так называемых сверхбогатых, увеличилось на 8% за прошедший год. Их общее богатство выросло на 7%, достигнув внушительной отметки в 49 триллионов долларов к 2023 году. Сейчас в мире насчитывается 426 330 человек, чье состояние превышает 30 миллионов долларов. В Калифорнии назревает серьезный конфликт между руководством Диснейленда и его сотрудниками. 4 профсоюза, представляющие интересы более 14 тысяч работников, проголосовали за проведение забастовки. Основная причина недовольства – несправедливые, по мнению сотрудников, условия трудовых договоров. Среди недовольных – уборщики, операторы аттракционов, кондитеры и продавцы. Футболисты «Аркадак» одержали победу со счетом 3-2 над румынским клубом 3-й лиги АКДС «Кидс Тампа Брашов». Игра прошла в рамках подготовки подопечных Владимира Байрамова к стартующему 16 августа третьему кругу чемпионата Туркменистана. В составе «Аркадага» забитыми мячами отметились Ресул Ходжаев, Дидар Дурдыев и Назар Тавакелов. В Москве состоялся боксерский турнир «Палса Боксинг». В рамках предварительного карда представитель Туркменистана Хурсант Иманкулиев победил россиянина Вардана Мартаяна. Бой завершился победой Иманкулиева в первом раунде техническим нокаутом. В главном событии турнира Владимир Минеев единогласным решением судей одержал победу над Магомедом Исмаиловым. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.